Это далеко не первая попытка проверяющих достучаться до жителей, вот только никак не получается. Под особым вниманием старые многоквартирные дома. Обычно здесь, по словам специалистов, встречаются больше всего нарушений. В итоге, после больше десятка попыток, дверь открывается. Был у нас один случай в республике, в городе Малгобеке. Это отравление угарным газом. У нас женщина одна погибла. Вот в связи с этим у нас профилактические мероприятия. С вашего позволения зайдем, посмотрим. Дружелюбная хозяйка милости просит в дом. И неудивительно, ведь скрывать ей нечего. Нарушений газовики не нашли. Никаких нарушений нету. У него недавно делали инвентаризацию. Нарушений нет, все нормально. Ничего. Жалоб у них тоже нету. Нету. К ним претензий нет. Открывают дверь и этажом выше. Газовая плита подсоединена, как и положено, с соблюдением всех правил. Но сотрудники МЧС замечают электрическую переноску, которую нужно заменить, чтобы избежать замыкания. Еще одно нарушение – ненадежная вытяжная труба. Пошла, что уже. А вот как должно быть правильно подключение? Правильно подключение. Видишь, гоняют повреждения его. Ее толкали, отодвигали. Законно прикреплен латежер. Я говорю, как наклеют, посадите, что на латежер. Но факт то, что она двигается, я говорю, для тебя плачевное состояние, положение худое, но надо... Я ее закрепляла, просто ремонты делали, мы его так не доделали. Хозяйка дома обещает исправить нарушения в короткие сроки, а недоверчивые газовики предупреждают, проверят через день. Марифат Льянова спешит заверить, к газовому вопросу она относится ответственно. Согласно инструкции, выход, специальный выход, чтобы не было угарного газа. В случае мы его Тихая смерть без цвета и запаха. Непоправимых случаев с отравлением угарным газом в регионе ежегодно фиксируют немало, поэтому лучше быть начеку. Небольшие утечки можно не замечать долго. В этом и кроются риски. Главная опасность газа в его привычности и повседневности. То есть в том, что опасность не ощущается. Поставил плиту и пользуюсь ею каждый день, как компьютером, телефоном или телевизором. Но к газовому оборудованию нельзя относиться по принципу «купил и забыл». Специалисты объясняют, почувствовать газ можно только когда его в ограниченном пространстве накопится уже достаточно много. Уже во втором многоквартирном доме проверяющие натыкаются на грубое нарушение по горячим следам. В одной из квартир сварщик самовольно установил газовое оборудование. Естественно, о ГОСТе и правилах безопасности речи не идет. Хозяйка переводит стрелки на газовиков. Я лично сама делаю пену и проверяю. Лично сама, потому что я очень чувствительна к этому запаху. Ханзяха, закон дуться. Закон, давайте на камеру дуться, да, Не надо мне говорить. А в любом доме пройдите и скажи у любого, что я лично сам выхожу с бригады или нет. В эту квартиру ни один человек не постучался, не проверил ни один мой краник. Лучшая защита нападения подводит итог газовики. Случаи вопиющие, поэтому на месте составляют акт с последующим штрафом. Аханте бол закрывает дышь, аханте варить дышь. Дик бол выходит, киахат душь, удостоверен душь, салчик. Ладно, мы понимаем, но у него так как киахат душь, самоучка варить дышь. После этого квартиры горят, после этого утечка газа делают. Но факт то, что наха зиму есть. Впрочем, чтобы заметить нарушение, у жильцов не обязательно переходить порог подъезда. Некоторые умудряются ставить котлы прямо на балконе. Попасть к этому хозяину сегодня у комиссии не получилось. Так как спросил у соседей рядом, которые живут, они ответили, что в данной квартире уже люди больше недели не проживают или там в отъезде. Вот из-за этого в эту квартиру сегодня попасть у нас не получилось. Совместно с представителем газовой службы мы сюда еще раз приедем, составим акт, выдадим людям предписание, чтобы это все было устранено. Масштабные рейды по проверке газового оборудования в регионе проводятся по поручению главы Ингушетии. С начала месяца уже зафиксирован один летальный случай отравления угарным газом. Учитывая, что отопительный сезон еще не стартовал. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.